Добрый день, Радик Ильич. Мы в Москве на транспортной неделе. Учитывая, что это направление очень значимое для нас, нам есть что показать и рассказать, а какие вы задачи ставили перед транспортным блоком вот на этом мероприятии? Мы хотели... Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Мы хотели целый ряд вопросов. Но вот сегодня, в частности, у нас встреча с руководителем РЖД Олегом Валентиновичем Белозером. Мы там продолжаем, скажем так, последовательно обсуждать и двигаться по пути создания Уфимского железнодорожного кольца, то, о чем мы говорили. Вот, сделать очень удобное, как Московское железнодорожное кольцо. Вот, мы там продвинулись, технико-экономическое обоснование уже сделали совместно с Куйбышевской железной дорогой. Вот этот вопрос обсудим. Дальше, конечно, то, что хотел обменяться по поводу того, насколько успешным проект «Орлан» оказался, он реально успешный. Это, соответственно, Уфа, Кумертау, Кумертау, Уфа. И, вы знаете, мы запустили Уфа, Оренбург, Оренбург, Уфа. Вот, мы хотели дальше работать над созданием, привлечением ласточек на, соответственно, до Приютова и до Белорецка. Поэтому нам есть что обсуждать. Это первая часть встречи. Вторая часть встречи. Наш стенд. Да. Вторая часть встречи – это, конечно, снова М12, потому что, вы знаете, поручение президента построить скоростную трассу Москва-Екатеринбург. Она проходит через нашу республику. Это порядка 140 километров. Вот. Там очень много организационных, технических вопросов. Вот на эту тему сегодня проведем совещание. Ну и очень важный вопрос, который я сегодня с Росавтодором хотел обсудить. Это, конечно, это наша М5. М5 требует более быстрых решений в части расширения до 4 полос. Особенно та часть, которая после Иглино идет на границу с Челябинском. Это вот только общие вещи. У нас еще предполагаются, конечно, вопросы по руководителям агентства гражданской авиации, потому что нам нужно двигать дальше проект. Мы его проектируем. Это аэродромная инфраструктура. По-русски объясняю, если, то нам нужно больше такие закутки, чтобы быстрее, когда пассажиры садятся в самолет и зиму летают, могли освобождать полосу и, соответственно, проводить обледенительные процедуры. Это довольно, ну и ряд других технических вещей. Это довольно дорогое удовольствие, нужно будет решение правительства. Но мы тоже постоянно это даем. Ну вот, собственно, я вам так вот вкратце обозначу. Будем работать. Спасибо. Спасибо. Рад видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдем послушаем, что умные люди говорят. В пленарной дискуссии «Транспорт России-2021» глава Башкортостана Радик Хабиров в качестве гостя. Не выступает, но слушает внимательно. Тема актуальная. Обновленная транспортная стратегия страны. Главная мысль – цифровизация. Именно это сейчас основа. Без цифровизации в современном мире, и это понятно, развивать транспорт невозможно. У нас вообще прямо на входе, если что, Вячеслав Петрович. Мы завтра с утра здесь будем. Сейчас я с Белозером хотел. Ну все тогда. Все. Здравствуйте, Ильич. Слушай, а ты где сейчас? Приветствую. Я в ГУПАГА. Я занимаюсь сейчас вашим аэропортом. Серьезно? Да. Конечно, я записал. Когда в гости приедете? Спасибо. Ну, надо собраться как-то. Там же правительственная комиссия решает, да? Да, я знаю. Ну, я Вот у думаю, нас что в когда пятницу. будет проект, мы просто хотели побыстрее, у нас там 450 лет в 2024 году. Да. Вот на следующий год бы все Успейте, так, утрясти, и у нас два года остается, там за 2 года это реализуемо. Ну, я, по крайней мере, стараюсь для друзей. Очень рад видеть. В гости надо приехать. Спасибо, Гости, обязательно да. доберусь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, работаем. Татьяна Николаевна, здоровья. Как у вас дела? Замечательно. Нормально? Нормально. К зиме готовы, да? К зиме готовы. В общем-то, в принципе, по мосту Бурзянского мы испытания провели. Испытание прошло хорошо. Единственное, сейчас Росстроенадзор выдает заключение. Вы помните, срок уже проходит у вас. Мы попросили еще буквально 3 недели, чтобы они получили. Нет, испытания мы провели. Ну, Да. Сейчас когда срежем вот это? где-то числа после первого. Да. Вы мне лично доложите? Да. Заключение получили. Я понял. Ну, здорово, значит, все двигается. Техническое решение такое, нормально. Здравствуйте. Ну, вот переговоры, пленарка, встречи, вот транспортная неделя, она потом, результаты не сразу же? Сразу. Сейчас вот мы с Вячеславом Петровичем Петушенко, с Росавтодором, что обсудили? Как раз то, что я говорил, всех организационных мероприятий по
началу строительства М12, вот этой трассы Екатеринбург-Москва, к нам вопросов вообще нету. Наш проект очень здорово отработает, он похвалил. Поэтому здесь мы нормально идем. Ну, через час у нас встреча с Белозером. Вот эта вот встреча всегда очень важна, потому что вот как мы 2,5 года назад начали взаимодействовать с РЖД, вы сами видите, какие у нас идут результаты. Начиная с каких-то малых вещей, там, обновлением парка пригородных поездов, ну и завершая большими такими уже инфраструктурными проектами. Вот я говорю, железнодорожное кольцо и, конечно, увеличение наших целого ряда железнодорожных направлений. Спасибо. Уважаемый Олег Валентинович, уважаемые коллеги, спасибо огромное за возможность найти время и встретиться. Мы традиционно на встречах на транспортной неделе обсуждаем, что самое главное, что по итогам встречи у нас идет очень деятельное сотрудничество с РЖД. Поэтому первое, что мы хотели поблагодарить за действительно очень эффективное сотрудничество. Оно очень многоплановое. Я вот хотел вам доложить, у нас очень неплохо идет по пригородным электричкам. Мы постоянно, РЖД обновляет парк локомотивов. Хорошая история с Орланами получилась. Помните, мы с вами начинали решение, что летает с Уфы до Кумертау, но сейчас мы уже сделали межрегиональный рейс, и у нас уже с Уфы до Оренбурга летает, Оренбург-Уфа. И мы смотрим динамику, соответственно, даже в условиях пандемии, динамика очень неплохая. Я полагаю, что вот подобного рода решений есть хорошее будущее. Очень комфортный поезд, очень комфортные условия продажи. У нас очень много студентов учатся с Оренбурга здесь. И, соответственно, наши тоже студенты часть учатся там. Поэтому это и туризм, и учеба, и, соответственно, бизнес-встречи. Поэтому это огромное решение. За это огромное спасибо. У нас вторая история, то, над чем мы работаем, и мы с Дмитрием это обсуждали, это две ласточки, которые будут ходить на восток и на запад нашей республики. Там тоже все своим чередом идет. Это, мне кажется, тоже хорошая будет история. Безусловно, пассажиропоток растет. Полагаю, что РЖД тоже взаимовыгодно эти рейсы открывать. И самая, конечно, наша большая история, мы уже для себя ее называем Уфимское железнодорожное кольцо. Это обход города Уфы. Здесь мы с вами уже обсуждали этот вопрос дважды, даже 3 раза, мне кажется, обсуждали, постоянно проводим рабочие встречи. Здесь мы продвинулись в части технико-экономического обоснования. Нам этот проект, конечно, очень интересен. Поэтому, если есть возможность, там есть ряд вопросов, связанных все-таки, вот мы сейчас находимся на определенном перепутье, каким финансово-экономическим путем мы пойдем по реализации этого проекта. Проект этот большой, безусловно. Мы понимаем, что его невозможно сделать сегодня-завтра, но если мы вот постепенно, шаг за шагом сейчас будем делать, то по истечении определенного времени наши жители Уфы получат очень комфортный, соответственно, способ передвижения. Практически всю Уфу можно будет за час, по-моему, объехать. Плюс в этот проект включается экспресс из аэропорта. А у нас аэропорт один из крупных аэропортов. Действительно, он в Приволжском округе по пассажиропотоку занимает самое первое место. Поэтому это тоже, мне кажется, должно полететь. Вот поэтому я предлагаю сегодня обсудить вот этот момент. И завершая, Олег Валентинович, спасибо огромное за вокзал железнодорожный. Долгая история, реконструкция железнодорожного вокзала приходит к концу. Он у нас становится действительно красивым. Жители сейчас к нам, которые гости приезжают, сразу выходят с вокзала. Очень красивые залы, очень удобные, очень хорошие. Даже вот скамейки такие очень удобные для жителей купили, для пассажиров. Они сразу выходят, встречают огромный памятник, потому установили уходящим на фронт. У нас в 1941 году именно с этого вокзала уходили башкирские воины на фронт, поэтому мы там сделали хороший памятник. Значит, скажем так, первый этап мы выполнили, там остались этапы по реконструкции тоннеля, соответственно, и подъездных путей, поэтому мы тоже хотели просить вас в этой части нас поддержать. Ну и, конечно, наверное, потом мы, если будет возможность, обсудить строительство гостиницы. Там есть ряд вопросов, мы хотели ваше решение получить. Как вы скажете, так мы и будем двигаться. Хорошо. Спасибо большое, уважаемый Ради Фаридович. Ну, во-первых, считаю, что встреча в рамках транспортной недели как раз по вашему настоянию дает хороший результат по развитию транспорта. И то, что коллеги докладывают, конечно, все, что мы делаем ради людей, ради пассажиров. Коллеги говорят, что пассажиры изменения видят и хорошо их оценивают. Мы тоже со своей стороны придаем это огромное значение. И действительно, то, о чем договаривались, практически все реализовываем, что-то быстрее получается, что-то постоянно обсуждаем. Но
ваши подходы мы полностью разделяем. Более того, нужно смотреть не только в текущую ситуацию, а вот ряд проектов, о которых мы говорим, и закладывали на перспективу. Мы считаем, что железная дорога – это агломерационный вид транспорта будущего, который создаст и экологические, и иные условия, самые комфортные и для жителей, и для пассажиров. То есть вот здесь уже другой формат. И, соответственно, новый подвижной состав. Нужно по-новому взглянуть на имеющиеся у нас возможности. Когда-то говорили, что наличие железнодорожных путей это может быть минусом. Сейчас мы видим и как раз обсуждаем городские агломерации, и вице-премьер поддерживает как раз развитие именно железнодорожного транспорта как агломерационного. Соответственно, нужно модель предложить, поскольку мы сейчас, и время сейчас хорошее, поскольку сейчас идет обсуждение бюджета, нашего бюджета, вот все вопросы как раз в комплексе, я думаю, что дадут хороший результат. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Рафич, продолжается транспортная неделя здесь, в Москве. И сегодня, насколько мы понимаем, темы города, тема Уфы в основном. Да, тема Уфы, да, мы сегодня встречаемся с заместителем мэра Алексютом Максимом и как раз обмениваемся опытом организации общественного транспорта в Москве. Ну, вы знаете, мы с ними начали сотрудничать. Это вот именно благодаря Максиму у нас получилось, что мы запустили поезд, вы знаете, с брендированием республики. Поэтому, и, конечно, несколько встреч с коллегами с Росавтодора, это по дорожному строительству. Мы хотим поднять объемы вот на последующие годы, как получается. И вот, сегодня уже завершающий день, поэтому два таких небольших вопроса. Спасибо, удачи. Спасибо. Максим Станиславович, спасибо огромное, что нашли время увидеться. Очень рады видеть вас. И спасибо за... Мы уже не первый раз встречаемся. Спасибо за взаимодействие. Мы всегда говорим, что Москва в плане развития общественного транспорта сделала очень впечатляющие успехи. Мы с доброй завистью глядим на общественный транспорт Москвы. Мы учимся у Москвы в этой связи. Поэтому есть предложение сегодня обсудить ряд вопросов, которые мы с вами и проговаривали, но есть и ряд новых вопросов. Ну, первое, что я хотел сказать. Первое, безусловно, хотел поблагодарить за передачу трамваев, которые уже сейчас находятся в стадии реализации с госгородом. Значит, у нас план такой. Мы хотим провести, город уже считает деньги определенной реновации, потому что процент износа этих трамваев довольно низкий, поэтому полагаем, что мы эту часть благодаря вашей поддержке сделаем. Поэтому это вот первая часть. Второе, мы с вами, когда встречались вот еще в республике, говорили о том, что нам было бы интересно сотрудничество с вами в части организации интеллектуального сопровождения, организации транспортной системы. Вот что важно, как говорится, попытаться, как вчера министр говорил, сшить территорию, сшить все виды транспортных инструментов. Поэтому у нас мы начали такие предварительные переговоры с Мостранспроектом, поэтому хотели тоже Сергей Николаевич сегодня свою позицию здесь обозначит и двигаться. Огромное спасибо за метропоезд. Мы прямо им гордимся. Сами принимали мы участие в запуске его. Добрыми словами вспоминали вас, Сергея Семеновича, потому что это на самом деле курсирует. Знаете, у нас даже в социальных сетях республики, если посмотреть, кто приезжает туда и ездит на нем, обязательно выкладывает и с такой теплотой. Поэтому для нас это такая хорошая история. И вот у Сергея Николаевича есть тоже предложение в этой части. Вот ряд других вопросов. Насколько я знаю, есть вопрос взаимодействия двух карт. Вы знаете, наша карта Алга тоже довольно серьезно развивается. Если я не ошибаюсь, Александр Ильич, поправьте, мы после тройки идем, да, по количеству, держателей карты в стране. Поэтому мы все время работаем над тем, чтобы карту усилить, добавить новый ей функционал. Поэтому готовы в том числе этот вопрос тоже рассмотреть. Да, спасибо большое за встречу, за приглашение. Хотел вам передать большой привет от Сергея Семеновича, мэра города Москвы. Вот, он ценит сотрудничество, которое у нас есть, и готов оказывать помощь, содействие по любым вопросам. И
очень рады, что вот это сотрудничество уже обрело такое фактическое наполнение. По транспортной карте мы внимательно смотрим за всеми техническими решениями, IT-решениями, которые происходят в первую очередь у вас. Действительно хорошая база для того, чтобы это все работало. Вот. Как вы знаете, у нас карта «Тройка» — это совместная Сбертройка, это совместное предприятие со Сбербанком. Вот. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы вот это решение, построенное на сотрудничестве со Сбербанком, с его всей инфраструктурой, отделениями, такой защитой, безопасностью, оно тоже каким-то образом участвовало в транспортном комплексе Республики Башкортостан, поэтому рассчитываем, что какую-то интеграцию за это сделаем, постараемся. Это же все в конечном счете будет направлено на удобство для людей, правильно? Конечно. Вот об этом речь идет. И возможность настройки фактически в ежедневном режиме маршрутной сети под интересы жителей. Да, то есть карта и решение, IT-решения позволяют уже сделать так, чтобы можно было видеть, где больше людей, соответственно, увеличивать выпуск подвижного состава, менять маршрутную сеть для того, чтобы пассажирам дать максимально комфортную услугу на городском транспорте. Мы этим занимаемся фактически каждый день. У нас есть центр, который анализирует все поездки, транзакции, и мы фактически в онлайн-режиме стараемся настроить выпуск, маршрутную сеть наземного транспорта под интересы и потребности москвичей. Тем самым у них там повышается и доверие, конечно, к городскому транспорту, и обеспечивается такой комфорт всей этой инфраструктуры. Поэтому хотели с вами настроены поделиться всеми этими наработками, чтобы поездки сделать лучше. Но и тут плюс есть еще и для транспортных операторов, потому что уходят какие-то такие полусерые схемы оплаты, соответственно, освобождаются деньги для приобретения подвижного состава. Поэтому здесь эта карта вроде как выглядит носитель, но хотя он через какое-то время, мы думаем, уйдет в мобильные телефоны полностью. И как сама карта, она не будет, так сказать, иметь такое значение. Но на самом деле за этой картой стоит огромная инфраструктура полезных IT-решений, которые позволяют упростить пользование городским транспортом, а транспортной администрации повысить качество обслуживания. Радик, состоялась сейчас встреча с Максимом Станиславовичем Лексутовым, обсуждали транспорт Уфы, обсуждали будущее. Какие ключевые моменты? Ну, во-первых, мы его поблагодарили, как так получилось. Вот, знаете, с первой встречи с ним такое доброе, такое товарищеское содружество. Вот история с метропоездом, знаете, который сейчас бегает, брендированная республика, это вот помощь Максима Станиславовича. Мы, кстати, попросили, что мы хотим продлить эту историю, чтобы этот поезд побегал и по другим, соответственно, направлениям. Там ряд формальностей сейчас утрясаем. Хорошая история получилась. Ну, мы обратились, вы знаете, эта история, это, наверное, управленчески не лучшее решение, но мы попросили у Москвы парк трамваев, которые они заменяют, передать нам. У них процент износа 50%, а наши трамваи на 90%. Поэтому вот 50 трамваев, они уже скоро в пути будут. Мы их реновируем обязательно, реновируем очень существенно. И вот все-таки наш МЭД получит хорошие трамваи. Это будет безопасно для пассажиров? Это безусловно безопасно, плюс это будет еще комфортно для пассажиров, эстетически. Конечно, это не те старые трамваи, которые у нас ездят. Вот. Но самое главное, мы все-таки на них смотрим, на Москву, как на пример того, как грамотно, последовательно решить и создать одну из лучших транспортных систем в Российской Федерации, общественного транспорта. Поэтому мы попросили оказать нам помощь, и мы вели до этого переговоры. Сегодня вот решение Максима Станиславовича уже состоялось, что Мостранспроект, научно-исследовательский институт Москвы, который как раз занимается расшивкой всех проблем транспорта, даст нам концепцию, вернее, концепцию уже сделали, и даст нам полную дорожную карту, соответственно, как привести в порядок наш транспорт. В целом, не только там транспорт Уфи, а вообще в целом все виды транспорта. По республике тоже? Да, по республике. Плюс у нас неожиданно возник вопрос, который предложили наши коллеги из департамента транспорта, из Сбербанка. Это вопрос соединить возможности карты Алга и карты Тройка. Очень просто объясняю, в чем суть. Там много нюансов. Что я житель Башкортостана, я прилетел в Домодедово, я иду сразу на электричку,
рассчитываюсь моей карты «Алга», потому что она интегрирована с тройкой, и еду. Точно так же «Москвич» В Москве. проезжает. Да. То есть Да. из Уфы прилетают в Москву и совершенно смогут точно. рассчитываться Да, картой. да, да. Это просто для удобства людей. Мы пока так аккуратно контуры намекаем, потому что это все-таки две разные системы. Но, тем не менее, мы уже договорились, что вот буквально после наших переговоров, значит, команды тройки и команды «Алги» начнут взаимодействие и попытаются найти какое-то решение. Это интересно, да. Это интересно, неожиданно, честно говоря. Радий Фаридович, ну а вот если ключевые вопросы по транспортной неделе в Башкортостане, вы уже обозначили вопросы. Ну, я по уже говорил не восточному. раз. Это, конечно, восточный выезд. Были долгие переговоры с РЖД. Мы опять обсуждали Уфимское железнодорожное кольцо. Вы садитесь в Деме и можете проехать полностью и доехать до Нагаева. И причем важно, что это же такой комплекс, что каждая железнодорожная станция будет окружена транспортно-пересадочным узлом. То есть вот ты доехал до станции, допустим, правая и белая, там уже транспортно-пересадочный узел. Автобусы удобно, сел и поехал дальше, куда тебе удобно. Плюс еще, вы знаете, у нас есть золотой час, где можно не тратить деньги. Счастливый там, час. Счастливый час, то, что мы называем. Поэтому это хороший проект. Вот проект для людей, то, что называется. Потому что и позиция президента, и позиция вообще стратегии развития транспорта в России сейчас особое внимание уделять пригородному и электричкам в городе, пригородным и городским электричкам. Поэтому вот мы здесь, мы вообще так впереди где-то бежим, но Москва первая была, и где-то мы в первой пятерке городов, миллионников, которые вот уже с готовыми проектами вышли в этой части. Радий Фаридович, ну звучит очень красиво, на самом деле, по-честному, ведь у нас очень много проблем еще сейчас в пассажирских перевозках. Конечно, конечно, конечно. Ну, знаете, они же копились не одним годом, они копились десятилетиями. И вот мы просто, я подчеркиваю, я очень часто говорю эту фразу, мы сейчас очень много энергии тратим на то, чтобы лечить хронические болячки, которыми ранее не занимались. Но они без боли не даются, и не даются где-то из каких-то, может быть, сложностей, где-то, может быть, не так быстро, как бы мы хотели. Но мы в своих решениях уверены, и плюс мы научились последовательно их все дожимать. Башкортостан слышит здесь на транспортной неделе? Ну, конечно, вы же сами видите, все с уважением к нашей республике. Спасибо. Республика Башкортостан, ну, хотел сказать, мы вторые по количеству автомобильных дорог Российской Федерации, 48 тысяч. Ну, ГФО первые по авиаперевозкам, это 3,8 миллиона в этом году будет. Ну, 53 направления летаем. По железной дороге тоже на Транссибе находимся полностью. Предъявляем это восточный выезд, объект 33,5 миллиарда рублей. Сегодня готовность 30%, концессии с ВТБ работаем. В общем, задача к 2023 году запустить. 1200 метров, да, 1200 метров это тоннель, 800 метров мост, 2 километра эстакады, в общей сложности 13 километров. Ну, в общем, работаем, ну, самый крупный ПФО, второй по России. Сегодня 2500 народу работает, это в первую очередь, ну, почти 200 единиц техники. Ну, в месяц отрабатываем где-то миллиард. Далее вот мы предлагаем еще один мост, хотим начать, большой мост начать, 10-миллиардный, но там еще вот, макет стоит, показан. Так, в принципе, отрасль работает, вопросов нет, зиме готовы. Молодцы, спасибо вам. Всех благ. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо. Да, это вам спасибо. Молодцы, хорошо поработали. Стой. Надо вот там с ними деловито. Пока, ребята. ЖД свое дожимать, мы свое. Ну, вода камень точит, все равно прорвемся где-то. Вот, спасибо. Радий Фаридович, есть чувство удовлетворения после работы на транспортной Вот, неделе? знаете, вот после того, как сейчас состоялась встреча с замминистра транспорта, как раз обсуждение дорог, вот сейчас все. Господином вот сейчас, Костюком. да, нормально. Нормально, потому что, еще раз говорю, мы решаем очень масштабные задачи. Они не решаются в наскок, они не решаются за один раз. Некоторые вопросы по 5 раз надо проговаривать с разными руководителями. Но я уверен, что вот то, что мы сегодня сделали, очень-очень хорошо скажется на развитии наших дорог. Вот. Поэтому Обсудили мы, те кстати, сложные... сегодня даже, не буду открывать секрет, еще больше упрочили продвижение нашего восточного выезда. Не буду секрет открывать. Поэтому все больше увереннее мы становимся. Поэтому
Радий Фаильевич, если вот двумя предложениями буквально, это и М12 обсудили, это и восточный выезд. М240, М12, М7, М5, все обсудили. И кучу мостов обсудили. Все будет? Будет. Спасибо. Спасибо.